Покровске в День народного единства отметили проведением круглого стола с участием национальных диаспор и фестивалем национальных культур «Покровск. Территория дружбы», рассказывает Виолетта Засимова. Круглый стол на тему укрепления межнационального согласия, культурного наследия народов, населяющих территорию муниципального образования город Покровск, собрал представителей узбекской, таджикской, корейской, монгольской, нигерийской диаспор. Также присутствовали якуты, русские и потомки государевых ямщиков. Участникам круглого стола рассказали о разработке муниципальной целевой программы, одной из основных задач которой является уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. Также было объявлено о создании местной общественной организации «Сообщество народностей, населяющих территорию города Покровск». Очень приятно, что увидели всех своих земляков, своих, что мы в Покровске, оказывается, нас очень много, не мы только одни здесь. И очень приятно это. И мы должны дальше еще побольше такие встречи, такие круглые столы, такие, чтобы друг друга больше знали. Затем в фойе Центра культуры Саргыту-Хюльгете начался фестиваль национальных культур «Покровск. Территория дружбы». Трудовые коллективы города должны были представить одну народность на выбор, показать их культуру, рассказать об обычаях, продемонстрировать национальную одежду и кухню. Например, монгольскую культуру представил коллектив Покровской средней школы номер 1. Но мы выбрали Монголию, так как мы с 2016 года шефствуем 61-й школой Ченгельтейского района города Улан-Батор. Поэтому нам эта страна уже известна. Наши ездили, группа и учителей, и учащихся несколько раз побывали в Монголии. И они тоже к нам приезжали, поэтому именно наш выбор на эту страну пал. А коллектив Центральной улусной библиотеки представлял коренной малочисленный народ Севера – эвенков. При этом их костюмы были сшиты собственноручно. Сначала мы покажем обряд очищения эвенкийский, танец эвенкийский и стих эвенкийский будет. Это поэта Николая Галитина. В итоге на фестивале национальных культур победила «Дружба». Каждый коллектив получил номинацию, диплом и ценный приз. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.